С какими аргументами просили абхазы не отделять Абхазию от Грузии? Отрывки из докладной записки депутатов абхазского и самурзаканского дворянства от 23 марта 1870 года на имя председателя Тифлисского комитета по сословно-поземельным делам генерал-адъютанта князя Святополка Мирского. Записка составлена поручиком князем Эмухвари, князем Маршание, поручиком Маргание, князем Иналыпа. Издревле Абхазия составляла часть бывшего грузинского царства. Последняя династия грузинских царей есть династия абхазская. Древний Пицунский храм был в течение нескольких веков престольным храмом католикосов абхазских и грузинских. До очень недавнего времени процветали в Абхазии епископатство Дранское, Моквинское и Бедийское. Бедийский храм, построенный Багратом, первым грузинским царем абхазской династии, хранит под своими сводами прах своего державного строителя. Моквинский храм построен грузинским и абхазским царем Давидом Восстановителем. Народ абхазский и самурзаканский почти до последнего времени имел с Грузией, Мингрелией и Имеретией одну религию, одни обычаи, одни законы. Из целого ряда абхазских владетелей, отделившихся от Грузии после разделения последней на уделы, только двое, Зураб-бей и наследник его Келеш Ахмед-бей, исповедовали мусульманскую религию. Первый потому, что был вывезен в юности в Турцию, а второй потому, что в Турции родился и был там воспитан. Все же остальные владетели Абхазии были христиане. Цари грузинские никогда не исключали Абхазию из большой грузинской семьи и как до разделения царства, так и после. До самого последнего времени существования своего титуловались царями грузинскими, карталинскими, абхазскими, имеретинскими и кахетинскими. Когда грузинский царь Вахтанг VI в начале прошедшего столетия, предпринимая издание законов, вызывал из всех провинций бывшего грузинского царства депутатов для содействия ему в этом труде, то между ними были и депутаты от абхазского народа, который до последнего времени сохранил у себя древнейшие грузинские обычаи. Не менее важными свидетелями принадлежности Абхазии к Грузии могут служить, кроме христианских храмов, развалины разных светских и военных построек. Так, известные башни над ущельем Псраста сооружены, по преданию, славной грузинской царицей Тамарой, каменная стена в Келасуре поставлена в Амекам-Дадиане, замки в селениях Яштухза, Оцерцы и многих других, хотя и неизвестно кем построены, но совершенно похожи на такие же замки в Мингрелии. Просим ваше сиятельство обратить внимание и на то, что как в древние времена, так и теперь жилища, одежда, пища, земледельческие орудия, способы ведения сельского хозяйства в Абхазии совершенно те же, как и в Мингрелии. Большая часть местностей носит грузинские названия. Большая часть жителей признает свое мингрельское или грузинское происхождение и сохранили даже свои грузинские и мингрельские фамилии. Одно только может дать повод считать Абхазию отдельностью от Грузии – это язык. Но и в нем мы находим наполовину слов мингрельских и грузинских, правда часто сильно измененных, но не представляющих особого затруднения в отыскании первоначального корня мингрельского или грузинского. Самые эти законы царя Вахтанга представляют только систематическую письменную форму, в которую облечены наши обычаи, общие с грузинскими, мингрельскими, имеретинскими и гурийскими. И эти письменные законы были составлены под верховным руководством царя Вахтанга депутатами от всех населенных областей грузинского царства, и в числе редакторов этих законов были и наши представители. Из всего вышеизложенного вашему сиятельству легко будет усмотреть, что в Абхазии не могло быть другого гражданского устройства, кроме того, которое всегда существовало в остальном христианском Закавказье. Поэтому и права наши сословные и поземельные были те же, что и в Грузии, Мингрелии, Имеретии и Гурии, самыми незначительными особенностями,
обусловливавшимися местными, чисто экономическими условиями и не превышавшими тех различий, какие существовали перед остальными областями Грузии, например, между Карталинией и Имеретией. Различие это может касаться только некоторых частностей, но нисколько не нарушает в общем полного сходства Абхазии со всеми областями, входившими в состав владений грузинских царей. Во главе всего абхазского народа стоял владетель Абхазии из фамилий старинного грузинского рода Шервашидзе. Владетель, как и все грузинские мтавари, сделавшиеся после разделения царства самостоятельными, соединял в своих руках верховную, политическую и гражданскую власть над всем абхазским народом. Мы надеемся, что в применении к Абхазии и Самурзакана крестьянской реформы мы не будем исключены из общей семьи грузинских народов, которой исконне принадлежали. Мы позволяем себе думать, что к нам вполне могут быть применены те положения, которые государю-императору благородно было установить для остальных частей бывшего грузинского царства, и что для нас не будет сделано исключение. Записка составлена поручиком, князем Эмухвари, князем Маршание, поручиком Маргание, князем Иналыпа.